Палаточный городок Колос. Здесь проживает около 500 человек, это 40 или 50 семей. Все эти люди знают не понаслышке о главе республики. Как заявляют сами беженцы, президент Мурат Зязиков приезжает к ним в гости 1 или 2 раза в месяц. Причем он не просто приезжает, он оказывает им реальную помощь. Сами беженцы называют Зязикова самым гуманным президентом. Причем они утверждают, что несмотря на то, что они являются жителями Чечни, он, Мурат Зязиков, их президент. От Мурата Магомедовича Зязикова нам не единожды, даже сказать, поступали деньги именно инвалидам, многодетным матерям. Он оказал большую помощь, огромнейшую помощь. И из-за денег, которые он дал, мы смогли вылечить детей, инвалидов, смогли купить по быту те вещи, которых мы лишились во время наводнения в прошлом году, в июле месяце. Вот лично вам чем он помог? Лично мне он выдал деньги в сумме 20 тысяч, на которые я приобрела все мне нужные вещи, одежду для детей, лекарства. У меня ребенок болел тогда были проблемы, да? Проблемы и очень большие, да. Лично мне он очень помог. И также выдал в 2002 году, как раз накануне праздника Нового года, деньги в сумме 4 тысячи на детей из бюджета Ингушетии. Он бы мог даже и не помочь, отвернуться, уехать, как это делают многие организации. Но Зязиков, он не такой человек. У него проблемы каждого человека как будто свои. Он помогает всем. Мне помнится фраза, которую несколько лет назад я слышала в передаче «До 16 и старше». Девочка лет 11 тогда сказала: «Хороший президент тот, кто хорошо накормит». Я думаю, эти слова также подходят и Мурату Магомедовичу Зязикову. Он хороший президент. Такого президента, наверное, во всем мире нету. Президент – это золотой человек. И спасибо ему за все это. Конечно, президент бывает не только в городке беженцев Колос. Он регулярно посещает палаточные лагеря, помогая людям. Я ухаживаю за больной свекровью. Она инвалид 1 группы. Я попросила у Зязикова помощь, чтобы он оказал мне. И он оказал в сумме 10 тысяч рублей. Я ему за это благодарна, за то, что он оказал. Никакая Ну как, вы передали письмо? Да, заявление мы написали. И он сразу отреагировал? Да. Сразу через 3 дня к нам пришли, чтобы мы съездили в банк. Никакая организация за 7 лет, в которой наша свекровь больная, никто нам не оказал помощь. Никакое ни правительство, никто, кроме Зязикова. Также я сама написала от своего имени заявление себе, чтобы помочь. Я перенесла 2 тяжелые операции, и он мне помог.